О Божьих словах мы читаем, что Господь спрашивает, как люди читают, как понимают, когда читают Божьи слова. В Евангелии от Луки, в 10 главе, в 26 стихе написано: мы читаем вот такие слова Христа. Разговор Христа с одним человеком. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы исследовать жизнь вечную?» Мы об этом сегодня читали от Марка. Мы читали эти слова, что к Господу пришли. И Марк нам сказал два таких случая. Один богатый человек, один простой человек. И Лука говорит о том же, но немножко по-другому. Как человек пришел к Богу и спрашивать. Один законник встал, искушая его, ради того, чтобы подловить его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы исследовать жизнь вечную?» Иисус спросил его: «Что написано в законе? Как ты там читаешь? Как ты читаешь?» Законник в ответ сказал: «Возлюби Господа своего всем сердцем твоим, всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал: «Ну правильно ты отвечал, так и поступай». Но прежде всего Господь спрашивает у человека: «Закон читаешь?» Ну и читай. Впредь Иисусу мало того, что Он читает, Он спрашивает: как ты читаешь? Как нам это надо понимать, Божий вопрос? Что ты оттуда читаешь? Как ты читаешь? О чем идет речь? Хочет ли Иисус просто знать, что человек знает? Или Иисус хочет увидеть, понимает ли человек, что он оттуда читает? Это очень часто бывает. Когда мы откроем «Деяния апостолов» книгу, там такой же вопрос задает один из диаконов в 8 главе «Деяния апостолов», 30 стих. С 29 начнем. «Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка, сказал: разумеешь ли, что читаешь? Тот сказал: как могу разуметь, если никто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Божьи слова были даны Богом. Для чего нам? Для того, чтобы знать или чтобы понимать. Есть нет разницы между знанием и пониманием? Иногда нам достаточно того, что мы знаем. Иногда достаточно. Бывают времена, когда в детском возрасте мы многого не понимаем, то, что мы слышим. Но мы это знаем, мы это слышим, и человеку этого достаточно.
Часто человек не спрашивает, зачем это. Если это так, значит, это надо делать, и это достаточно. Иногда мы детям это говорим. Когда вырастешь, поймешь. А сейчас делай то, что тебе сказано, что ты знаешь. Иногда в школе также, в церкви также. Бывает, что человек только начинает верить, он хочет все сразу знать, немедленно. И иногда мы к тем, кто только приходит в церкви, не сразу все открываем, чтобы сразу человек все сразу понял. Мы же не все понимаем, но многое знаем. Мы многое знаем, потому что читаем. Но иногда много мы читаем, но и не понимаем. Иногда нас это расстраивает, а иногда мы это легко переносим. И говорим, придет время, мы поймем. Но вот это вот придет время, и мы поймем, и иногда отодвигается от нас. И мы так и оставляем. Ну, когда-нибудь поймем, когда-нибудь поймем, когда-нибудь поймем. Вот Евнуху пришло время понять, что Евнух, который пришел с Эфиопии, давно уже читал Божьи слова, законы Божьи. Он давно уже приезжал в Иерусалим, он слышал учение, потому что там читали. Но пришло время, когда этот человек из Эфиопии понял, что ему не хватает то, что он читает и знает, а ему нужно это понимать. О ком пишет здесь Исаия пророк? Он, может быть, много раз читал это место. Ну, когда-нибудь пойму. Может быть, когда-нибудь пойму. О ком идет там речь? Но приходит время, когда Господь видит, что человек не хочет остаться на этой ступеньке. Я это знаю, но не понимаю. И в нем поднимается желание это понимать. Что я прочел много раз, но не понимаю. И это такое драгоценное время. И когда мы видим, Господь именно это как будто бы и ждет, что человек будет готов, когда он созреет, когда он скажет внутри себя, кто же мне объяснит это? И посмотрите, Господь не останавливается ни перед чем. Он берет человека очень издалека и говорит, иди, нужное место, чтобы встретиться с человеком, кто хочет сделать шаг вперед и понять то, что он читал уже много раз, и то, что он давно знает, то, что он давно слышал. И он посылает Филиппа и говорит, жди дневного часа. Под солнцем палящим, жди, что-то здесь будет. И он видит, и Святой Дух говорит, приблизься, слушай. И в нем возникает вопрос, а этот человек вообще понимает, что читает? И он спрашивает, понимаешь ли ты? И получает ответ, как я пойму, если мне никто не объясняет? Все мы, каждый человек, все верующие люди на разных ступенях понимания. Но нужно сказать, что человек такой, мы так легко даемся лени. Вспомните себя, когда только повернулись к Богу, вам все было интересно. Сегодня говорил брат Василий, что он начал читать Библию, и я думаю, мало что понимал из Ветхого Завета. Он мало что понимал, что проповедник говорил из Нового Завета.
Мало что он слышал, он, он понимал слова, он знал слова, но не понимал, о чем идет речь. Но пришло время, когда Господь начал давать понять, человек, который знает, Господь спрашивает у него: как ты читаешь? Понимаешь ли ты, что читаешь? Что там самое нужное? И он понимает, что этот законник понимает, что главное в Ветхом Завете. Что главное? И он говорит: хорошо ответил. Иисус хотел показать ему, на какой ступеньке, что он не только знает, но и понимает. Но и вместе со знанием приходит вот это желание показать, что он тот, кто понимает. Но смотрите, когда мы только повернулись к Богу, у нас много вопросов. Но потихонечку эти вопросы не потому, что мы эти вопросы исчезают, а то, что мы говорим себе: мне достаточно того, что я знаю. И вот это вот то, что мы хотим знать больше, глубже, куда-то уходит. И Христос показывает законнику: это человек, который знает, как ты читаешь, понимаешь ли ты. Но эти вопросы нужно держать перед собой, когда мы читаем. Понимаю ли я? Понимаю ли я это? Что это? Зачем я это читаю? Дает ли это мне понимание? Это самое главное, когда у нас остаются вопросы. Это самое большое, когда мы умеем спрашивать. В Евангелии от Луки, в 16 главе, мы читаем слова Иоанна Крестителя. Мы читаем такие слова: никакой слуга не может служить двум господам. Если одного будет ненавидеть, другого будут любить. Если одного будут усердствовать, то о другом не родить. Вы не можете служить Богу и мамоне. Это все слышали фарисеи, которые смеялись над ним, поскольку они были серебролюбивы. Они понимали, что Иисус говорит, и у них в ответ был смех. И Иисус далее говорит им, Он сказал им: вы высказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши. Ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. И дальше он сказал: законы и пророки до Иоанна. Всего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Иисус разговаривает с фарисеями на их языке, их словами, словами Ветхого Завета. И они понимают его, но их сердца не трогает это. Они привыкли жить так, как привыкли. Они знают, куда учит закон. И то, что говорит Иисус, поднимает в нем лишь смех. Они говорят: как можно жить так, как ты говоришь? Хотя они знают, чему учит закон. И тогда Иисус говорит: пришло новое время. То, что вы слышали, то, что вы читали, все было до Иоанна. Законы, пророки — это все до Иоанна. Но вот от Иоанна начинается новая жизнь. И что это за жизнь?
Законы и пророки до Иоанна. С сего времени Царство Небесное благовествуется, и всякий усилием входит в него. Сейчас же проповедуется благая весть о Божьем Царстве, и каждый прилагает усилия, чтобы попасть в него. Спрашивается, что за усилия надо приложить, чтобы попасть в Царство Небесное? Что нужно сделать человеку, чтобы туда попасть? Что надо сделать? В чем это усилие? В чем это усердие? В чем? Нам надо больше работать, больше принести жертву. Что за усилия, чтобы попасть? Что нужно делать? Мы понимаем, что если бы Иисус сказал, что вот до Иоанна надо быть... А вот после Иоанна благовествуется, и каждый, кто верит, попадет. Иисус так не говорит. Он говорит, закон пророка был до Иоанна, а от Иоанна не закон говорит, как какая-то благая весть говорит. Но без этого только тот человек, кто прилагает усилия, попадает в Божье Царство. Спрашивается, Боже, дай мне понимание. Какое усилие? Какое усилие надо приложить человеку, чтобы попасть в Божье Царство? Какое усилие надо приложить? Я думаю, и я надеюсь, что это от Бога. Усилие одно. Усилие человека для того, чтобы попасть в Царство Божие. Это не только знать об этом, но понимать. Не только знать благую весть, но понимать благую весть. В чем это есть? Мэнсиашерес. А что это такое? Мы можем делать какую-то физическую работу. Это несложно. Но сделать работу со своим духом, со своим пониманием, чтобы войти и понять, в чем эта благая весть, это будет самая большая работа. Это будет дверью, которая откроется в Царство Божие. Вот смотрите, человек человеку, чтобы что-то понять, лучше это видеть. Если человек увидел, то он это понял. И тогда мы сидим с нашими женщинами, тестируем тексты перевода Коми. И особенно тяжелые места, тогда, когда читаем из книги Царств, как Соломон строил храм, как Моисей делал скинию, и там не поймешь,
Как это было? Хыны суалысны, да, стол я, щуря я, Где стояли эти столбы? олышек я, скучем, ветер я. Где что было? Как это было? Как был сделан храм? Мы не понимаем этого. Набушенка макет, вот поршер, Вот если перед тобой нет образца, нет макета, ну это гагарвана, блин. Ну и то, та эсэча мылыса гагарвана. это... Это один, да, рисунок. Но если бы мы видели рисунок, то мы бы понимали, о чем идет речь. Вот это миллиона видео, да, Вот сейчас мы много смотрим, да, интернеты, археологи, слышь, как археологи лекции, читают лекции. Иерусалим, под яс, Те, кто делают раскопки в Иерусалиме и что-то находят, знаешь, не лытья, они говорят, мы читаем царство снижем, в книгу царств. вычис, Соломон сделал, отечеса с хуем курить, мыдачеса с ноль курить. Курить чистая косяки. сделал 3 косяка и в другом месте 4 косяка. И вот спрашивается, как это? Мы вермаслоны, отец, Как это может быть? Одна дверь и 3 косяка. Одна дверь, 4 косяка. Вы можете понять это? Вы можете увидеть это? Как это? Одна дверь и 3 косяка. И вот они тоже не понимают, что это, как это может быть. И вот они раскапывают, и вот они увидели небольшой из глины сделанный макет. Макет какого-то храма. И они смотрят, как сделаны двери. И вот двери сделаны такими ступеньками, несколько ступенек. Как-то вовнутрь идет, и там вход в глубине. И вот эти 3 косяка, это вот эти вот ступени, боковые, верхние. Вы понимаете? Это и есть 3, где-то 3, где-то 4, где-то глубже дверь, а где-то не такая глубокая. Почему? Потому что все это сужение идет с этими ступеньками. И это и есть 3 косяка. Но это сказано, косяк, но это сделано из камня. А дальше дверь. Но пока ты это не увидишь, пока знатоки Библии, пока археологи это не увидели, они не могли понять, о чем идет речь. Как это может быть? Но вот когда увидели этот макет, так вот это, вот в чем дело. Как это понять? Так и в нашей жизни маленькая вещь. Но даже это, когда мы видим, мы понимаем, что это такое. Мы понимаем, что это такое. И у нас больше не возникает вопросов, что это такое. Мы понимаем. А что такое понимание? Понимание – это стало мое. Я взял в себя. Если кто-то спросит меня, если кто-то спросит меня о храме Соломона и о дверях, я не буду говорить, я не знаю. Я скажу, слушай, это обозначает вот это и это. Это 3 ступеньки, которые сужают вход, и дальше будет стоять дверь. Когда я это вижу, когда я это понял, это было раньше. Я это видел, но не понимал. И я не один, кто не понимает. И вдруг Господь из земли поднял это и показал это. Они это увидели, они это поняли, они взяли это в себя. И сейчас другим рассказывают. И мы говорим аллилуйя, мы это тоже видели, мы это тоже понимаем, о чем идет речь. Но это тоже вещественный Тор, это тоже нужно. Но также и духовные дела. Апостол Павел много раз говорил это. Помните, он говорил о хлебопреломлении. Я от Бога взял то, что Иисус сделал на той вечере. Апостол Павел там не был. Он не был там. Но он говорит, я от Бога взял. Как это он взял от Бога? Сам Бог показал ему
как это было, и Он может писать, как это было. Вот так Господь говорит. И поэтому мы делаем именно так. Апостол Павел много раз говорил: я от Бога взял, я видел. Они говорят: помните преображение Господне? Он за неделю до этого он говорит людям: говорю вам прямо, кто-то из вас не умрет, но увидят Божью славу. Все удивились, что это значит. Через неделю пришел праздник с кущей. Иисус берет 3 апостолов, Петра, Иоанна и Якова, и поднимается на гору. Может быть, это гора Фавор. И вот там говорится, что когда Господь поднялся на гору, их накрыла туча, и ученики увидели кого? Они увидели Моисея, Илью, и они увидели что? Они увидели свет Божьего Царства. Все сверкало. И они услышали что? Они услышали голос Бога. Иисус сказал: через несколько дней кто-то из вас, он знал кто, но не говорил, некоторые из вас увидят блеск Господний. И через неделю Он поднимает их на гору, и они видят, что это такое. Как это красиво. И они говорят: Иисус, мы отсюда не спустимся. Мы сделаем здесь 3 дома. Тебе, Илье и Моисею. Нам им было так хорошо. Иисус говорит: вот вы видели, что значит Божья слава. И когда они спустились, Иисус говорит: никому не говорите. Но через время апостол Петр говорят: мы видели славу Божью. Мы своими глазами видели. Когда они видели, им уже не надо было говорить, что это такое Божья слава. Мы это видели. И нас ничем не обманешь. Мы сами видели, мы сами слышали. Мы своими ушами слышали, как Отец Бог разговаривает со своим Сыном. Вот как важно увидеть то, что ты читаешь. Я не знаю, каким образом. В сердце, в голове, во сне. Увидеть, что ты читаешь. Тогда это будет твое. А когда это будет твое, это никто не украдет. А когда это будет твое, ты сможешь с этим жить. И идти с этим вперед. Поэтому Иисус говорит о людях, когда апостолы говорят: зачем ты говоришь притчи? Зачем ты говоришь притчами? Иисус говорит: они видят, но не видят. Они слышат, но не слышат. И сердцем своим не понимают. Глаза есть, но не видят. Ухо есть, но не слышат. Сердце есть, но не понимают. Вот самая большая беда у человека. Глаза есть, не видят. Ухо есть, не слышат. Сердце есть, не понимают. Поэтому Иисус и молился: у кого есть уши, да услышат. У Иисуса самая большая проблема была, чтобы нашлись люди, которые, когда слышали, слышали, когда видели, видели. Иисус много раз говорил, у них сердце стало черствым, поэтому они не понимают. Почему Иисус много раз делал чудеса? Чтобы люди видели. И многие видели. Многие видели в нем Мессию, но многие и не видели. Иисус много учил, но даже ученикам говорил: ну сколько еще нужно вас учить? Неужели вы не понимаете?
Это самая большая ступенька для нас. Мы слышим и не слышим. Мы видим, мы не видим. Господь говорит нам в сердце, но там камень. Вот почему нужен Дух Святой. Почему Христос молился и молил Отца Своего, для того, чтобы Он послал вам Духа Святого. Я молю Его, чтобы Он пришел и научил вас. Потому что мы не можем принять от человека учение. Мы не можем это принять. Но когда Дух Святой начинает кто-то впускает Духа Святого в сердце, а кто-то нет. Поэтому мы молимся: Дух Святой, коснись человека, открой глаза, уши, сердце. Поэтому это важно. Ну зачем мне Дух Святой? Кто-то говорит: я хожу в церковь, все слышу, все хорошо. Ты идешь в церковь, ты слышишь, но не понимаешь. Видишь, но не видишь. Сердце как было холодное, так и осталось. Зачем нужен Дух Святой? Для того, чтобы сделать сердце наше мягче, открыть наши уши и глаза. Вы помните притчу о сеятеле? Чем отличаются те, кто приносит, кто не приносит? Кто-то слышит и понимает, а кто-то не слышит и не понимает. Тот, кто понимает, слышит и понимает, тот приносит, а тот, кто не понимает, тот никакие плоды не приносит и сам засыхает. Но мне достаточно то, что я знаю. Нет, недостаточно, потому что ты усохнешь, не принесешь никаких плодов. Помните, что Иисус сделал со смоквой? Весной, когда, казалось бы, еще не время было смокве приносить плоды, Он сказал: никогда не будет, и оно засохло. Зачем? Иисус хотел показать, ему не важно, что есть дерево, ему не важно, что есть корни, ему важно, чтобы были плоды в любое время. И если у человека нет никаких плодов, добрых плодов, никаких изменений в жизни, если нет изменений, нет усилий в жизни, нету, человек не спешит знать то, что читал, тот человек усыхает. Человек теряет все. Поэтому Иисус много притч приносит. Он приходит в сад, там растет смоква, и хозяину говорит: отруби. Хозяин говорит: ничего, может быть, еще живет. Подожди еще. У Иисуса было главное желание, чтобы не только было, но чтобы мы не только ходили по этой земле, но когда мы слышим слова Бога, торопились понять. И это от нас. Слышим ли мы? Зовем ли мы? Дух Святой, открой нам понимание. Мы не только хотим остаться слышащими, мы хотим быть понимающими. Это от нас. Иисус говорит: как ты читаешь? Филиппиола, понимаешь ли ты, что читаешь? И мы сами у себя спрашиваем, понимаем ли мы, что мы читаем. И если мы не понимаем, то не надо переживать. Надо спешить понять, а не просто сказать: когда-то пойму. Тот, кто торопится понять, а это началось от Иоанна, человек, который спешит понять благую весть, попадает к Иисусу. Тот, кто не спешит понять, хоть и слышит, тот не попадет. Тот не попадет. Он это говорит тем, кто хорошо знает закон. Он говорит, это время закончилось. Сейчас спасение в другом. Надо спешить.
Недостаточно слышать, недостаточно знать. Надо понимать, как это работает в моей жизни. Работает ли это? Принял ли это как дорогое для моей жизни? Итак, что нам делать? Если мы только сами будем спешить, из этого будет мало хорошего. Но если мы скажем: Дух Святой, помоги мне понять. Дух Святой, открой мне эти слова. Здесь сказано. Это написано. Все Писание освящено Святым Духом. Значит, у кого нам надо просить помощи? Все Писание от Духа Святого. То у кого мы будем просить понимания? Конечно же, у Духа Святого. Дух Святой, Ты это положил написать. Ты это слово взял с неба и вложил людям в сердца, и они написали. Дух Святой, открой это написанное, как будто это написано для меня. Я не хочу остаться тем, кто только слышит. Я не хочу остаться тем, кто слышит. Я хочу стать тем, кто понимает. Тем, кто понимает. А для этого Господь дал нам понимание, сердце и Дух Святой. И для этого Он нам очень нужен. Для этого Он нам очень нужен. И поэтому Господь продвигает нас читать Божьи слова. По-всякому нас подталкивает читать Слово Божье. Мы же просители, кто просит: Господи, я читаю, но помоги мне понять это. Мы просители понять эти слова. И поэтому при чтении нужно спрашивать. Надо спрашивать, что это, например. Вот даже такое простое дело. Иисус любил ходить в Вифанию. Кто там жил в Вифании? Марфа, Мария и Лазарь. Спрашивается, как переводится имя Вифания на коми язык? Ну или на русский. Как это переводится? Кто знает? Вифания. Как это перевести? Неужели вы никто при чтении Вифании не спрашивали, что это такое Вифания? Мы же знаем, что такое Иерусалим. Мы знаем, что такое Вавилон. Знаем, что такое Вифлеем. А что такое Вифания? Это такой простой вопрос. Вот с этого надо начинать. Почему Господь это называется Вифания? И почему ты так любил туда ходить? Да, это село стояло на пути в Иерусалим, но на пути в Иерусалим было много других населенных пунктов. Но почему-то тебе нравилось заходить именно туда, и именно в этот дом, где жили Лазарь, Марфа и Мария. И первый вопрос: а что это такое Вифания? И надо сразу взять что-нибудь, какой-нибудь справочник и посмотреть, что такое. И там мы читаем Вифания, значит. Ты любишь заходить туда, кто живет в печали, либо бедными.
Так и сказано, он любил там быть. Он в каждое время стремился туда. Даже этот маленький пример Вифания, дом печали, дом бедности. Видимо, там жили бедные люди. Почему они? Потому что они жили бедные. Потому что, когда идешь по коми земле, вокруг стоит темный лес, ну и деревни. Зайдешь в одну деревню, богатое село. Подельное зайдешь, похоже, там богатые живут. А зайдешь в другое село, понимаешь, там живут победнее люди. Там живут победнее люди, да. Иисус тоже это знал. Он родился в Вифлееме, но мы особо не слышали, чтобы Иисус заходил в Вифлеем. После рождения, по-моему, туда даже и не заходил. А это написано «Дом хлеба». Там жили богатые люди, но Иисус туда не заходил, хотя бы даже там родился. А Вифания, где бедные, Иисус заходил туда, ему нравилось заходить туда. Он заходил туда, ел, пил, и там он сделал самое удивительное дело. 4 дня лежащего человека в гробу он воскресил того, кто уже пропах, кто уже начал портиться. Он сделал самое большое дело. Он воскрешал несколько человек, но они умерли в этот же день. В этот же день он их воскресил. Но когда человек 4 дня, Иисус это знал и не спешит, и 4 дня, и он воскрешает, и говорит: Лазарь, выйди. И где это было? Где это было? Это было в населенном пункте, которому имя в печали живущие люди, бедные люди. Подумайте об этом. Что это говорит нам? Где Иисус делает самые удивительные дела? И поэтому нам не надо, чтобы у нас была какая-то выдающаяся память, чтобы все помнить из Библии. Нам это не надо. Нам нужно сердце, которое молится Духу Святому и говорит: Дух Святой, я это читаю. Дай мне понять то, что я читаю, чтобы я видел то, что я читаю, чтобы это было мое, чтобы я этим жил. А Библия говорит, это годится и детям, и молодежи, и даже и пожилым понять то, что он сейчас здесь читает или слышит. Потому что Дух Святой здесь, сейчас и в любое время, когда ты читаешь Божьи слова, Он напротив, Он внутри, чтобы научить тебя своим словам, разъяснить тебе. И пусть это будет благословением для нас всех не только знать, но и понимать. Иисус всегда спрашивает: что читаешь? Как читаешь? Понимаешь ли? И нам хорошо у самого себя это спрашивать, потому что Господь это спрашивает.